Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике Идрис Усманов. Заслуженный юрист Чеченской Республики. Да, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить про институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Согласитесь, актуальная тема. Машоль, я рад, действительно рад видеть вас у себя в студии. Мы с вами последний раз виделись и записывали студии, программы отражения. Это было лет 13 назад, если я не ошибаюсь. Да. Приятно видеть у себя здесь, в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Война». И переходя к нашему разговору. А действительно, Идрис, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей существует, если я не ошибаюсь, с 2013 года. И тут такой вопрос. А что это за институт? Чем он занимается? И в чем его основные задачи и компетенции, я бы добавил? Прошу. Салам алейкум, дядек Хельмасери. Ломель, институт уполномоченного, учрежден в рамках реализации майских указов президента Российской Федерации, главой нашей республики Рамзаном Кадыровым, одним из первых в Российской Федерации, и его создание направлено на решение одной задачи – это обеспечение государственной гарантии защиты прав предпринимателей. Право, как мы все знаем, понятие универсальное. И Конституция Чеченской Республики правам и свободам граждан уделена глава целая, 2, в 31 статье которой провозглашено право граждан Чеченской Республики на предпринимательскую деятельность. Хочу обратить внимание одновременно, что воспрепятствование реализации этого права карается Уголовным кодексом, статьей 196. Слава Богу, у нас таких прецедентов воспрепятствования предпринимательской деятельности во всяком случае зафиксированных нет. Я должен сказать, что обеспечение государственной гарантии прав предпринимателей включает в себя целый комплекс задач, направленных на исполнение одной цели, реализацию одной цели, на стабилизацию предпринимательского климата в Чеченской Республике, что в свою очередь позитивно окажет воздействие на стабильную экономику и социальную сферу Чеченской Республики, в том числе и на пополнение бюджета Чеченской Республики, что за собой влечет исполнение социальных обязательств правительства Чеченской Республики. И в этой связи глава нашей республики уделяет очень серьезное внимание формированию предпринимательской среды, создание такого инвестиционного климата, при котором инвестор шел в республику и развивался, значит, именно сегмент, значит, малого среднего бизнеса республики. Поскольку мы все понимаем, что в условиях рыночной экономики участие малого среднего бизнеса в формировании экономики и бюджета регионов в территории является очень важной задачей. И я должен отметить, что в нашей республике есть и понимание не только, значит, социально-экономической необходимости развития предпринимательства, если хотите, и политической воли руководства республики на развитие предпринимательства. На одном из заседаний Совета по развитию малого среднего бизнеса Рамзан Ахматович сказал, что человек, препятствующий развитию бизнеса в Чеченской Республике, должен быть приравнен к террористу, в буквальном смысле. И в этой связи очень серьезное внимание уделяется, значит, органами государственной власти, муниципальной власти, поддержке предпринимательства на местах. Я вот вас слушал, не перебивал, мне было интересно вас слушать и узнавать вот это все, то, о чем вы сейчас говорили. И у меня тут возникает другой вопрос. Насколько, опять же, я знаю, вы были назначены на эту должность, на должность уполномоченного по правам предпринимателей, по защите прав предпринимателей, тоже в 2013 году. Вы стояли у истоков создания данного института у нас в Чеченской Республике. Я прав? Да.
А вот насколько сильно изменились задачи, которые стояли перед уполномоченным тогда, 10 лет тому назад, и сейчас, за эти годы? Или ничего не изменилось? Исходя из того, что мы живем в условиях санкций и непростой экономической ситуации, о которой вы говорили. Как я уже упомянул ранее, учреждение института базируется на 78-м федеральном законе, который принят 7 мая 2013 года. В свою очередь, по инициативе главы нашей республики в парламент, значит, был представлен проект закона об уполномоченном, который, значит, парламент Чеченской Республики в июле того же 2013 года принял и за номером 25 РЗ вступил в законную силу. И реализация закона, значит, уполномоченный был назначен 29 декабря 2013 года, и полноценно институт начал работать только весной следующего 2014 года. Чисто организационные вопросы немного заняли. Назначены были в 2013 Да, в декабре. 2013 году, 27 декабря. Значит, Вот от этого и будем идти. И я действительно, значит, по стечению обстоятельств, значит, оказался у истоков создания этого института. Конечно, задачи менялись, значит, что в 2013-2014 году, что и в начале, значит, 20-х годов текущего века. Они менялись в зависимости от социально-экономической среды, общественно-политической обстановки, которая складывалась на, скажем, вот о чем значит, я и спрашиваю. На тот период, значит, там, формирования вот этой вот работы уполномоченного. Постковид, точнее, в ковидный период, значит, наша работа, она закипела, как говорится, значит. Если у нас обычные годы офис уполномоченного обращается в среднем 140, 150, 180, значит, МСП, субъектов малого среднего бизнеса, то в год ковидных ограничений, 20-21, значит, обращения зашкаливали за 300, значит, ввиду того, Обращений было больше? Да, конечно. Значит, несмотря что ковид? Конечно, значит, это было связано с ковидными ограничениями, которые вынуждено было, значит, правительство вводить. И, конечно же, естественно, значит, было связано вот это обращение с очень широким спектром, значит, поддержки предпринимательства в условиях ковидных ограничений. Она была? Она была, значит, и в виде, значит, моратория на проверки, в виде налоговой амнистии, в виде, значит, выплаты единовременного, значит, пособия тем, значит, предпринимателям, которые, значит, сумели сохранить свой штат рабочий, значит, в размере 1 МРОТ на человека выплачивалось государством. Широкий спектр поддержки был в этот период. А сейчас в условиях санкций? В условиях санкций, значит, естественно, мы продолжаем поддерживать бизнес в виде, значит, тех же мер поддержки. Это грантовая поддержка предпринимателей. Это, значит, если предпринимательская деятельность подпадает под действие приоритетных национальных проектов развития малого и среднего предпринимательства, то, естественно, значит, поддержка оказывается безусловно. То есть предприниматель у нас на заднем дворе не остается? Ни в коем случае. Помощь идет. Конечно, помощь есть. Конечно. Я, с вашего позволения, хочу воспользоваться цифрами, значит, Минэкономики Чеченской Республики. И очень сильно радует то, что министерство, значит, уделяет очень серьезное внимание предпринимательству. Хочу вам зачитать некоторые, значит, позиции этой справки. На сегодняшний день в Чеченской Республике наблюдается стабильный рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Если в 2021 году в секторе МСП было занято около 60 тысяч человек, то сегодня, значит, за первое полугодие 2023 года, значит, эта цифра увеличилась в 2 раза и составляет 153 тысячи человек. По данным министерства, значит, Чеченская Республика по итогам 2022 года занимает среди субъектов Российской Федерации первое место по приросту численности в малом и среднем предпринимательстве. Первое место. Хочу обратить внимание. Количество субъектов МСП увеличилось 1,2 раза. С 16 622 в 2022 году до 18 635 в 2023 году. Эти цифры говорят о многом. Казалось бы, несущественная, значит, цифра, но должен отметить, что занятость населения, которая обеспечивается
малым и средним бизнесом – это очень серьезный фактор в стабилизации экономики и социальной сферы региона. И тут вопрос, как вы оцениваете состояние чеченского бизнеса в условиях экономических санкций, наверное, отпадает сам собой. Сам собой, да. Вот ответ на этот вопрос я вам О чем зачитал. я и говорю. А вот какое настроение у наших, у чеченских предпринимателей? Может, паническое или наоборот, вдохновленное и боевое на сегодняшний день? Я должен сказать, я далек от мысли, чтобы идеализировать общую картину всего того, что происходит в экономике. Я думаю, что вы со мной солидарны. Да, но и все-таки. Я должен, значит, сказать и обратить внимание всех наших зрителей, особенно предпринимателей, на то, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, учреждая институт уполномоченного, я так понимаю, видел, что в республике есть проблемы, которые подлежат решению. И естественным образом было принято решение об учреждении института. Институт, значит, в рамках тех полномочий, которые законодательно возложены на него, занимается обеспечением вот этих вот государственных гарантий. Главным условием, скажем, показателем вот этой стабильности предпринимательского климата в любом из регионов, и в частности в Чеченской Республике, является индекс административного давления. И Чеченская Республика, я привожу данные, вот он сегодняшний, 23-го года индекс. Чеченская Республика заняла, значит, по результатам вот этого мониторинга, который проводится Федеральным институтом экономики имени Столыпина, 23 место из топ-30. 25, извиняюсь. Хочу обратить внимание одновременно, что в 2020 году Чеченская Республика занимала 82 из 85 возможных мест. То есть, по-вашему, выходит, Идрис, что у нас прогресс очень хороший в развитии института уполномоченного? Можно так сказать? Не только. Институт уполномоченного, он является как бы вспомогательным, значит, инструментом власти для того, чтобы, значит, оказать содействие бизнесу во взаимодействии с органами государственной власти. Это, значит, как бы вы об этом говорили, значит, хотя мы напрямую не употребляем слово лоббист интересов предпринимательства, хотя на Западе, значит, омбудсмен, не только бизнес вообще, значит, является лоббистом вообще этих интересов этой категории, значит, социальной категории. Естественно, значит, являясь институтом государственным, мы не проводим политику лоббирования интересов предпринимательства, но при этом, значит, неукоснительным для нас является обеспечение, значит, государственных гарантий, защиты его интересов с точки зрения соблюдения, значит, всех механизмов поддержки предпринимательства, на которые он имеет право по закону. Это самое главное. Это самое главное. А как вам кажется, что самое сложное сегодня в вашей деятельности? Всегда получается помочь предпринимателю или как? Вот это вот самое сложное, вот вы правильно отметили. Сложность ситуации, скажем, в работе с предпринимателем, который идет к нам, значит, со своими жалобами, предложениями, заключается в том, что и предприниматель не всегда, значит, прав получается. Органы государственной муниципальной власти с точки зрения закона, формального соблюдения закона, правы, оказывая, значит, воздействие какое-либо в виде проверки, в виде, значит, отклонения какой-то заявки на поддержку предпринимателям. К сожалению, к великому, значит, и в моей позиции, как бы, значит, являясь государственным, значит, чиновником, отвечающим за обеспечение государственных гарантий защиты прав предпринимателей, говорить об этом недостатке, значит, может быть, не, скажем, не совсем корректно, но я об этом говорю лишь только из одного соображения, что предприниматели обратят на это внимание, значит, и попробуют, значит, искоренить вот этот недостаток в своей деятельности. Это важно. Это низкий уровень правовых знаний предпринимателя. Это очень, значит, скажем, вот наличие серьезных нарушений в организации своего бизнеса с точки зрения соблюдения, значит,
противопожарного законодательства, противосанитарного законодательства, какое-то, значит, разрушение норм, значит, технадзора, сельхознадзора. Нормы, которые мы якобы считаем банальными. Да. Но на самом деле, которые являются очень актуальными и важными. И при этом я хотел бы обратить внимание на этот рейтинг всех, значит, наших зрителей, особенно, значит, предпринимателей, что индекс формируется из показателей работы территориальных органов исполнительной власти, федеральных в большинстве случаев, по результатам которого, значит, формируется этот рейтинг. Я имею в виду все органы контроля и надзора. Мы считаем, наш институт считает налоговое, значит, администрирование чрезмерным, контроль-надзор чрезмерным. В условиях реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации в рамках закона 294 в новой редакции, хочу отметить, подходы в реализации полномочий по осуществлению надзора и контроля очень либерализованы. Но не все ведомства, которые осуществляют контроль-надзор, соблюдают основной принцип организации контроля и надзора в условиях реформы контрольно-надзорной деятельности – это риск-ориентированный подход к осуществлению контроля и надзора этими органами. То есть речь идет о том, что если проверяющий орган приходит, значит, предпринимателю, обнаруживает какое-либо нарушение, то риск-ориентированный подход – это значит, что он его первый раз предупреждает, второй раз профилактическое предписание, а штрафует только, значит, на конце, если, допустим, не устраняется какое-либо нарушение. Налоговые каникулы – очень серьезный механизм поддержки предпринимательства. И не всегда, значит, плановые проверки, значит, осуществляются с ведома прокуратуры и реестра прокуратуры проверок. Это основные вопросы жалоб? Да. Обращений к вам? Ну, основной спектр вопросов касается контроля и надзора, вопросов землепользования, вопросов, значит, поддержки, которые осуществляются. Она же поддержка, значит, я вначале сказал, что в республике у нас сформирована вся, значит, инфраструктура развития бизнеса. Но это ни в коем случае не значит, что любой желающий получает эту, значит, поддержку. У министерств, ведомств, осуществляющих такую поддержку, есть, значит, внутриведомственные регламенты, которые, значит, определяют контингент предпринимателей, которые подпадают под, скажем, действие этой поддержки. То есть не все предприниматели юридически могут, значит, рассчитывать на поддержку. Есть такой, значит, термин в экономике, как ОКВЭД. Это вид деятельности, который, значит, подпадает под те или иные, значит, действия законов, разных законов. И, естественно, значит, получается, предприниматель иногда, значит, жалуется, что ему отказали неправомерно, значит, его наказали неправомерно. Ну, он какие-то объяснения получает, почему это произошло? Конечно. Зачем это вот как раз произошло? вот этот, значит, вопрос нами обрабатывается с органами власти, министерством, ведомствами, чисто, значит, в форме, значит, используя метод медиации, значит, переговоров, значит. Понимают? В большинстве случаев, да, значит, удается решать вопросы. А вот давайте приведем какой-нибудь пример конкретно. Вот кому вам удалось помочь, вот, скажем, с начала 2003 года, если было такое? Вот их много. три основных, вот таких три основных примера. Допустим, значит, мы все постоянно, значит, работаем с нашей ассоциацией пчеловодов, особенно в этом году были у нас проблемы, что их, значит, не пускают, скажем, территориально в отдельные районы Чеченской Республики под разными, значит, объяснениями, по разным причинам, значит. Мы уже выносили это на уровень главы администрации нашей республики, администрации главы правительства Галаса Таймасханова, который очень серьезно, значит, проработал этот вопрос, и мы оказали реальную помощь. Значит. И таких вопросов море. Я сейчас говорить, обсуждать,
что мы там... Да нет, просто хотелось послушать пару таких примеров. Очень серьезная, значит, повседневная помощь, это вопросы консультирования, оказания методической, практической помощи, начиная от организации вообще бизнеса и кончая, значит, разными формами поддержки. В республике, значит, функционируют, значит, это фонды правительства, которые, значит, 3, по-моему, фонда, значит, которые отказывают поддержку предпринимателям, значит, грантовая поддержка, значит, гарантийное, значит, обеспечение кредитных ресурсов. Очень серьезная, значит, поддержка у нас сегодня происходит через фонд развития промышленности, который учрежден буквально недавно. Важные вопросы. Очень серьезная поддержка предпринимателям осуществляется на площадке нашего с прокурором республики совместного приема предпринимателей, которые мы осуществляем каждый первый вторник месяца. Взаимодействие есть, да, с органами, структурами. Я хочу справедливости ради нужно отметить, что в прокуратуре республики функционирует межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей. Общественный совет по защите прав предпринимателей. Это при прокуратуре республики только. Идрис, а понимают предприниматели, что вы, как уполномоченный, не лоббируете интересы частного бизнеса, а только следите за тем, чтобы права предпринимателей не нарушались? Или я не прав? Вы совершенно правы. Они понимают это? Это, конечно, они понимают. Мы сразу объясняем, значит, я, например, значит, уже это все в традицию вошло. Рядом у меня лежит закон 78-й федеральный и 25-й республиканский, который является моей, скажем так, вот настольной книгой. И каждому предпринимателю я разнесяю те полномочия, в рамках которых, значит, институт наш будет работать. И никаких, значит, других форм защиты, кроме как прописанных в законе, нет других форм. Понятно. Идрис, вы меня, конечно, простите, опять то, что я опять напоминаю, но и все-таки вы на должности уполномоченного с 27 декабря 2013 года. Скоро 10 лет. Да. Дата, юбилей. С чем вас и поздравляю. И желаю вам больших успехов и удач. Вот что было самым сложным за эти годы? А что вспоминается с радостью? Каков результат за эти годы? За эти почти 10 лет? Вот такой вопрос. Как бы вы ответили? Много сложностей одного вытащить, скажем, из этой целой, значит, плеяды проблем. Я, как юрист, значит, осознавая, скажем, тезис о том, что закон есть закон, и его надо блюсти. При этом сегодня, значит, я, скажем, несколько по-другому смотрю на закон, который, значит, отдельно юристы, преподаватели наши, значит, говорили, закон что дышло. И в этой связи, значит, должен отметить, что есть некоторая истина в этом вопросе, поскольку закон – это живой механизм, который должен меняться в зависимости от состояния социально-экономического, общественно-политического состояния общества. Закон – это не, скажем так, вот, столб, который не может меняться. Он подлежит изменению в зависимости от потребностей общества. И в этой связи я считаю, скажем, и очень серьезно переживаю из-за того, что формально, значит, мы не можем, скажем, изменить, скажем, или оптимизировать тот или иной закон в большинстве случаев федерально. Вот есть нам о чем поговорить в дальнейшем на наших встречах. Я думаю, это наша не последняя встреча. Поскольку значит, деятельность контрольно-надзорных органов, которые осуществляют контроль на территории Чеченской Республики, в большинстве регламентируется федеральным законодательством. Налоговое законодательство, техническое, регламентское, значит, законодательство, оно, значит, подлежит изменению. И в этой связи мы ежегодно, я год свой рабочий заканчиваю вот таким докладом главе Чеченской Республики с указанием состояния предпринимательского климата. Проблем. Каждый год? Каждый год. Итоговый доклад, значит, главе Чеченской Республики. Вот такой доклад уходит в Москву федеральному уполномоченному. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Надеюсь,
В конце текущего года мы с вами встретимся по итогам вашего очередного доклада. Договорились? А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике Идрис Усманов, заслуженный юрист Чеченской Республики. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.